Туманчик такой счастливый. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, мой малыш. Вот такой вот туманчик. Здравствуйте, зрители моего канала. Здравствуйте, мои подписчики. Сегодня 16 сентября, воскресенье. Выспались хорошо, думали, решили, а пойдем-ка мы прогуляемся. Прогуляемся по путику, может грибочки пошли. Андрюха, смотрю, свизинги собирает, косит неплохо, молодец, привет, Андрюха. Ну а что, а чем мы хуже? Мы бы тоже косили, если бы у нас росло что-нибудь. Так что мы пойдем посмотрим, может что-нибудь да и выросло. А заодно посмотрим ягоду, чернику. Ну и просто прогуляемся, выгуляем тумана. Пошли, туман. Пошли, туманчик. Туманчик. Пошли. Грибов нет. Видел пару маховичков, только пару мухоморов. Гуляем где-то уже около 20 минут. Но все-таки дичь немного есть. Вот я хочу вам показать. Вот порхалище. Дичь порхала здесь. Относительно такой свеженький. А вот вообще свежак. Дичь не только порхалась, но еще и отложила личинку. И это не рябчик. Это что-то уже покрупнее. Типа: я здесь! Сейчас приду! Типа что-то глухарки, наверное. Или глухаря, может, даже. Потому что вон крупная луночка. Вон вывернутый пень ветровалом. Значит, все-таки что-то здесь есть. Ну, по крайней мере, или было. Точки надвигаются. Может, даже дождичек будет. Ну, ничего страшного. Вон здесь сколько места им. Купайся не хочу. Был ураган. С корнем оторвало все деревья. Теперь это раздолье для купания дичи. Только что-то ее мало. Вон, все повыворачивало. Ладно, идем дальше. Ну что, грибов нет. Грибов мы так и не нашли. Туман не лает никого. Дичи, значит, тоже мы не нашли. Никого не нашли небольшой огородик ягод. Черничка не такая-то и крупная, но она есть. Так что решили остановиться и пособирать чернику. Не пустыми же нам домой идти. Черника уже созрела. Отходит просто замечательно, просто ее мало. Она одна здесь, вторая там. Ну что, по генчику полакомиться соберем, и то хорошо. Вон, местами даже довольно-таки ничего. Но в прошлый раз, когда я снимал ролик, когда первый раз мы с Ромкой ходили за черникой, это в августе месяце, наверное, было. Она еще крепко держалась на кусту, еле-еле отходила. Теперь только дотрагиваешься, она уже отходит. Вон. Как-то вот так. Все. Понеслось собиралово. Здесь черника есть местами, так что будем собирать. Грибов мы сегодня так и не нашли. Зато собрали ягод. Сейчас вам покажу, сколько мы ягод сегодня собрали. О! Несколько брусничек вперемешку. С комбайном, конечно, мусора много, но ничего, это дома почистится. Сколько? Литра 3-4, наверное. Отличная ягода, вон. Генка будет рада.
Он очень любит чернику. Так что не зря мы ходили по лесу, искали грибы. Как-нибудь найдем в следующий раз. А пока поедем на берег Печоры и попьем чаю. В лесу не стали, потому что комаров очень много. Не комаров, а мошкары. Лучше на берегу это сделаем. Поехали. А у нас вот до сих пор еще красная смородина висит. Время середина сентября. Вот она. Вкусная. Сладкая. Коми виноград. Вот она. Вот еще там. Вот еще спрятались как-то от сборчиков ягод. Там еще немного есть. Ладно, это на другой раз оставим. Вот такой вот прекрасный вид. Наша река Печора высохла вся уже. Вот что до песка, это так, просто лужа. Тут мелко. Это все просто засыпало. Практически здесь даже и течения нет. А основное русло вот там вот немножечко осталось. Вот оно. Вот это вот основное русло с течением. Обмелело до ужаса. О, кто-то рыбачит. Мушку таскаешь, что ли? Это наш костерок. Морсик. Хлебушек, сало. Пока режется сало, мы, пожалуй, сходим за водичкой. На Печору не пойдем. Я понимаю, там вода чистая. Но тут рядышком, буквально в 20 метрах мост. Мост через ручей, речка. Называется Спорный Ёль. Покоми, Спорный Ёль. Почему спорный, я не знаю. Может, кто-то спорил где-то когда-то. Ну не где-то, а здесь получается, если ручей назвали Спорный Ёль. Ёль-то это ручей. Вот почему спорный. Вода чистая, прозрачная. Здесь частенько вот здесь вот бывают утки в траве. Особенно по весне. Первые кряквы любят это место. А здесь вот все набирают водичку. Вон мостик. Ой, не упасть бы. Вот такая вот водичка здесь. Раньше, помню, в детстве, вот мальки кучей под мостом там. Ушли туда. Раньше здесь даже хорюски плавали, помню. Так, набираем чистой водички. Вот так вот. Вот, друзья, какая она прозрачная, чистая. И по-любому вкуснейшая. На Печоре все равно, она желтовата. Все-таки выше от нас, в 30 километрах, Троицко-Печорск, райцентр. Все дерьмо, которое исходит с этого поселка, выходит в речку.
Так что выше Троицкой я еще попью водички сырой. Ниже Троицкой я пить ее не буду. Хоть есть там какие-то очистные. А как они эту воду очищают? Фиг ее знает. А здесь это чисто кристальная природная вода. Это уже точно. Без всякого дерьма. Сейчас кипятим чаек. И будем чаевничать. Вот она. Природная печка-то, а? Не успели поставить, уже закипела. Лист смородиновый уже весь пожелтел, такой некрасивый. Так что листья ложить не будем. А веточки обязательно. Так что ветки тоже дадут навар. Пару листиков тоже можно будет положить. Чай от этого будет, ну, хуже точно не будет. Будет ароматный. Уже запах пошел. Обалденный. Так, ладно, листья не будем. Уже закипело. Как-то вот так. Как-то вот так. Веточки дадут аромат. Все. Буквально 2 минуты максимум, уже чай кипит. Так, веточки веточками. А заварку мы сюда будем или в кружке? Прям сюда? Для цвета все равно мы закинем 2 пакетика. Все. Готово. Повылазили. Так, пока заваривается чаек. Сало будем жарить, нет? Так оно уже копченое. Сало копченое. Сало обалденно вкусное. Вот такое сало делают наши соседи. Магазин Парма. Там продают вот такое сало, копчено-вареное. Это не реклама, это просто очень вкусно. Обалденно вкусно. Дешево и вкусно. Так что приезжайте в Троицк за вкусным салом. Налетай, присаживайтесь за стол. Все очень вкусно. Вот и чаек наш заварился. Сала, правда, осталось мало, потому что было очень вкусно. Пока чай заваривался, мы умяли немножко. Теперь вот он какой душистый. Ароматный чаек. Пахнет дымом, костром, смородиной. Как раз на 2 кружечки. Просто обалденный. Просто обалденный чай. На это все в костерок, чтобы все сгорело. Сейчас, друзья, попробую и скажу вам. Ради этого стоит жить. Вот все то же самое я принесу домой, я сделаю в чайнике, а это будет не то. А тут вкусно. Здорово. Все-таки что не говори, Коми Республика — это рай.
Северный рай. Рай с мошкарой, но это рай. Самое лучшее место для проживания. Приезжайте в Коми. В Коми все круто. Смотри, смотри, смотри. Рыба плещется. Своими глазами видел. Это сигель и язь был. Даже здесь, в этой луже, и то есть рыба. Надо сюда прийти будет, обязательно спиннинг покидать. Чаек получился супер. Смородина все-таки, черная смородина придает нотки аромата своего. И запах дыма. Просто исключительный чаек. Даже уходить не хочется. Солнышко садится, все, он... О, смотри, самолет летит как раз. Самолет, самолет. Вот он, вот он, вот он, сфокусировалась. Я даже вижу его. Интересно, видят ли они меня? Ну, навряд ли. Ну, может быть, и видели. Почему бы нет? Вообще красота. Лепота. Солнышко. Невушка. Костер. Печора. Печора во всей красе. Печора в осенних красках. И счастье. Счастье от того, что я это все вижу. Всем этим дышу. Этим живу. Все круто, все хорошо. Подписываемся на канал Коми Рыбак. И вы все это увидите еще не раз. Пока. Увидимся на реке. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой, а как же коням быть? Кони хочут пить. Вот и прыгну, конь буланой, с этой кручи окаянной, а синяя река больно глубока.